копилке татарстанских спортсменов уже 34 медали игр стран БРИКС. Больше половины наград золотые. И это еще не предел. Атлеты республики продолжают борьбу за места на пьедестале в самых разных видах спорта. Сегодня 8-й день международных соревнований. Начинаются самые зрелищные дисциплины. К радости мужчин футбольное двоеборье, на заглядение и им, и прекрасной половине художественная гимнастика. Как себя проявляют татарстанцы, где еще ждать медалей и что может стать для них рогом изобилия, расскажет Дмитрий Аринин. Казанский гроссмейстер Владислав Артемьев сегодня начал борьбу за награды в командных соревнованиях. Накануне татарстанец стал лучшим в быстрых шахматах и завоевал серебро в блице. На шахматном турнире игр БРИКС чемпион мира и Европы один из фаворитов. У меня одно золото, одно серебро. В принципе, неплохо, хотя можно было достичь лучшего результата, но это спорт, всякое бывает. Так что, в некоторой степени я доволен, но, скажем, на 4 оцениваю свое выступление. Сейчас в копилке татарстанских спортсменов уже 34 медали, больше половины золотые. Накануне в упорной борьбе награды высшей пробы завоевали наши Светлана Липатова и Екатерина Кошкина. Сейчас наблюдаем стремительную атаку. И это гол, друзья! С победы свой турнирный путь начала сборная России по футбольному двоеборью. Наша команда с большим преимуществом обыграла Южную Осетию. Эта новая дисциплина была опробована на играх будущего. Здесь спортсмены сначала играют в симулятор на приставке, а затем выходят на мини-футбольное поле. На играх БРИКС за медали будут бороться 11 команд. Участники выделяют несколько фаворитов. Я думаю, Россия, Казахстан и Бразилия, наверное, топ-3 турнира. Скорее всего, такие будут медали. Как получится на самом деле, узнаем через 2 дня же. Сегодня стартовали соревнования по художественной гимнастике. На турнирах взрослых и юниорок разыграют 20 комплектов медалей. Помимо традиционных дисциплин, участниц ждет выступление без предмета. В этом виде спорта сборная России исторически главный фаворит. Конкуренцию составят сильнейшие гимнастки Узбекистана, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и Таиланда. Для многих юных спортсменок это первый визит в нашу страну. Я раньше никогда не была в России, очень рада побывать здесь. Мне показалось, погода немного прохладной, но она, возможно, лучше, чем в моем родном климате. Я благодарна за возможность выступить на играх БРИКС. Думаю, мои оценки вполне удачные. Здесь, в центре гимнастики, штаб волонтеров работает в бразильском антураже. Добровольцы в основном казанские девушки. Их стараниями комната получила атмосферу маскарада. Наш большой БРИКСик мы украсили в венке в стиле бразильских цветов, потому что такие венки бразильцы отзывают на свой маскарад, который им происходит раз в году. У нас есть разные мемы, связанные с волонтерами, чтобы волонтерам у них появлялось настроение и мотивация на волонтерство, то, что они делают добро, и им было весело и комфортно находиться в штабе и, в принципе, на самом объекте. Чтобы больше генерировать позитивную энергетику, волонтеры сделали и стену пожеланий. Свое напутствие добровольцам оставили и мы. На играх БРИКС предстоит еще 2 соревновательных дня. Награды разыграют в зрелищных популярных видах спорта. Это и художественная гимнастика, футбольное двоеборье, плавание, дзюдо и любимая в Татарстане борьба на поясах. Дмитрий Аринин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань.